Сегодня у нас будет продолжение серии проповедей «Ложь, разрушающая отношения». И сегодня у нас третья, получается, проповедь вообще из этой серии. И место Писания, которое вообще навеяло мне эту серию проповедей, это книга пророка Иеремии. Давайте мы посмотрим. Иеремия, 8 глава, с 4 по 5 стих. А вообще название сегодняшней проповеди – это «Там хорошо, где нас нет». Ложь, разрушающая отношения. И так, Иеремия, 8 глава, 4-5 стих. Давайте прочитаем. Да, и вот здесь синодальный перевод сначала. «И скажи им, так говорит Господь, разве упав, не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться». Давайте мы то же самое место прочитаем в современном переводе, перевод Библейской лиги. «Иеремия, скажи народам Иудеи, что так говорит Господь. Если человек упал, то он встает, а если он идет неправильной дорогой, то поворачивает и идет назад. Народы Иудеи шли неправильным путем, но почему жители Иерусалима по-прежнему следуют той же дорогой? Почему они продолжают верить лжи и не желают повернуться и правильным путем пойти?» Знаете, то, о чем здесь говорит вот это место Писания, это то, что многие люди в жизни, они могут идти неправильным путем, путем саморазрушения. И причина, по которой они идут неправильным путем, это потому, что они верят в ложь. И несмотря на то, что Бог говорит им, или если Он их даже предупреждает, люди упорствуют, они отказываются развернуться и оставить свой неправильный путь и пойти правильной дорогой. Они не хотят. И причина, по которой они так поступают, почему они так делают, это то, что они верят лжи. И пока они будут верить в ложь, они будут преследовать ее, будут идти за ней, не осознавая того, что на самом деле это путь вообще к разрушению. И часто люди, они не думают, они думают, что я лучше знаю, и они думают, что все будет хорошо, но, знаете, как часто близко, когда ты смотришь, ты не можешь что-то распознать, и нужно сделать пару шагов назад и посмотреть со стороны, чтобы было понятно, что происходит и куда человек двигается. И так человек, он сам не осознает, что его поступки, его жизнь, его образ жизни, он ведет к разрушению. И цель вообще вот этой вот серии проповедей, которую я говорю, это вот обнажить вот эту ложь, показать. И ложь во множественном числе. Я думал, как будет ложь во множественном числе, ничего не придумал, ложь, да? Потому что есть много лжи, которая ведет к разрушению и в которую люди верят. И моя цель, она показать вам эту ложь и указать на правильный путь, путь, который ведет к вечной жизни, это то, что касается лично тебя, да? И тот путь, который ведет к миру и процветанию, и это касается семейной жизни, какой-то социальной жизни нашей. Давайте мы посмотрим еще одно место Писания в книге Иеремии, 6 глава, 16 стих. Синодальный перевод. Иеремия 6:16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». То же самое место давайте в современном переводе под редакцией Кулаковых прочитаем. «Так говорит Господь, выйдите на дороги, оглядитесь и разузнайте о путях древних, где та дорога, что к добру ведет. Идите по ней и найдете покой своим душам». Но они сказали: «Не пойдем».
Я надеюсь, что многие из вас, вы понимаете, что в своей жизни мы сталкиваемся периодически с такими ситуациями. И часто мы стоим на, если так условно сказать, перекрестке дорог. Когда у нас есть какой-то выбор, и нам нужно выбрать либо один путь, либо другой путь. И один из этих путей, он ведет к разрушению, к саморазрушению. Другой путь ведет к миру, к созиданию и процветанию. И я молюсь, чтобы у каждого из вас была мудрость перестать верить в ложь, которая приведет тебя к разрушению. Но чтобы вы выбирали путь, который приведет к жизни, к миру и к процветанию. И мы уже рассмотрели два типа лжи на предыдущих проповедях, да? И сейчас уже готовы посмотреть на третью ложь, которая ведет к разрушению отношений. И условно эта ложь звучит следующим образом. Там хорошо, где нас нет. Старая русская пословица. И на самом деле это выражение, которое говорит об иллюзорности надежд и мечтаний на лучшую жизнь где-то там, в другой стране, в другом регионе, или с другим человеком, с другой семьей. Я посмотрел на самом деле, откуда вообще это взялось. И многие указывают на то, что первый раз Грибоедов в «Горе от ума», у него есть там диалог, Софья, и Чацкий там говорит, она его спрашивает, где же лучше? И он говорит, что там, где нас нет. Но на самом деле и у Тургенева есть в «Отцах и детях» то же самое, да, выражение, там Базаров говорил, там хорошо, где нас нет. Ну и прочее, поэтому я даже не знаю, это, наверное, такое устойчивое, народное. И я посмотрел разные толкования, я хочу, чтобы все понимали, что же это вообще означает, чтобы у нас не было разночтений. И известное выражение вообще на самом деле, там хорошо, где нас нет, его принято понимать в том смысле, что там, где мы сейчас находимся, там, где мы есть, все гораздо хуже, намного, чем где-то там, за границей, в другой семье, в другом городе, еще где-то. И на английском есть такое выражение, что трава зеленее по ту сторону забора. То есть всегда кажется, что что-то лучшее, оно где-то там. Что меня по какой-то причине все хорошее, оно обходит стороной. И люди, они часто преследуют, они идут за этим счастьем мнимым. Но не все его находят, я вам скажу. Я вот здесь, знаете, в словарике смотрел, в Википедии смотрел, когда вот объяснение вот этой пословицы, толкование давалось. Мол, у соседа и трава зеленее, нежели у меня. Поэтому мы всегда стремимся познать новые места, отправиться за 3-9 земель в поисках лучшего счастья. Однако далеко не все его находят. Кажется всегда, что у кого-то намного лучше. И дом красивее, и жена хозяйственнее, и вообще у других людей все замечательно. А у меня все как попало. Что за наказание такое? И еще раз, английский аналог, вот, я просто в молодости его еще услышал, мне всегда он нравился, как-то больше понятно, что трава всегда зеленее по ту сторону забора. Нам кажется, что на стороне всегда лучше. И я могу сказать из своего опыта, как много людей они поверили в эту ложь, и они стараются достичь лучшего, чего-то большего, чего, как им кажется, у них нет, но в конце концов результат, он печальный, он обескураживает, потому что этот путь, он ведет к разрушению. Этот путь, он ведет к разрушению семьи, ведет к разрушению брака, ведет к разрушению репутации, к разрушению бизнеса, разрушению финансов. И список можно продолжать и продолжать. И это то, о чем я сегодня хотел бы поговорить и развернуть эту тему. И я бы хотел начать с понятия вообще человеческой природы. Все же понимают, что, когда вот говорят человеческая природа. На всякий случай я хочу дать также толкование, объяснение, что это означает. И человеческая природа – это фундаментальные предрасположенности и характеристики, которые, как говорят, они присущи всем людям. Что-то общее. Нам всем очень хочется думать о том, что мы изумительные, уникальные снежинки,
единственные и неповторимые, и во многом это так. Бог, Он создал тебя уникальным, и ты личность. Но вообще говоря, людям свойственно думать, действовать и чувствовать похожим образом в определенных ситуациях, реагировать похожим образом на какие-то события. Мы все разделяем какую-то одну общую природу. У нас есть предрасположенность хотеть похожих вещей, испытывать похожие чувства по поводу определенных событий и поступать похожим образом в определенных ситуациях. И вот это и называется «такова природа человека». Вы со мной, да? Мы называем подобные предрасположенности и схожести человеческая природа. Сейчас давайте посмотрим местописание. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 23 и 25 стих. И сначала также в синодальном переводе. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Давайте то же самое место Писания посмотрим в современном переводе Библейской лиги. Когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие поверили в Него, так как увидели знамения, которые Он творил. Но Иисус не доверял им, так как знал помыслы людские. Ему не нужны были ничьи рассказы о человеческой природе, потому что Он знал, что у кого на сердце. Здесь говорится, что Иисус, Он прекрасно понимал, что такое человеческая природа, и Он знал человеческую природу. Он знал помыслы людские, которые есть у людей, что у людей на сердце. Он знал, как мужчины и женщины, они поступают и ведут себя в определенных ситуациях. Здесь написано, и поэтому Он не доверял им, те, кто его окружал. Иисус знал, когда человек помещен в стрессовую ситуацию, он находится под давлением, тогда человек, он начинает искать какие-то выходы, чтобы избежать всего этого, чтобы избавить себя. Такова человеческая природа. Мы начинаем задавать себе вопросы, что я могу сделать, куда я могу пойти, чтобы выбраться из этой ситуации и оказаться в более лучшей ситуации. Другими словами, мы начинаем искать там, где лучше. Мы начинаем искать там, где трава, она позеленее. Так и есть. И на самом деле это часть нашей человеческой природы. Есть еще одна пословица, да, что рыба ищет где поглубже, человек где получше. Что это такое? И сами того не осознавая, мы начинаем играть в очень опасную игру. Игру, которая называется «Если бы только». Может, кто-то из вас понимает, о чем я говорю? Знаете, когда «если бы только я вышла замуж чуть помоложе», «если бы только я вышла замуж чуть постарше», «если бы только у меня была более хорошая работа», «если бы только у меня был хороший начальник», «если бы только у меня было чуть-чуть побольше денег». Почему эта игра, она опасна? Когда ты начинаешь так говорить, ты на подсознательном уровне начинаешь говорить, что там хорошо, а меня там нет. На подсознательном уровне ты начинаешь искать траву позеленее. И если ты продолжаешь играть в эту игру, то в конце концов ты действительно себя убеждаешь, что там, где тебя нет, действительно лучше. Что все лучше, оно у твоего соседа. И жена у него нормальная. И работа в другом городе лучше. И условия жизни там круче. И так далее, и так далее, и так далее. Мы убеждаем себя, что то, что есть у нас, это вообще ужасно. И мы не должны мириться с этим. Мы достойны лучшего. На самом деле мы заслуживаем того лучшего, той более зеленой травы, которая там где-то находится. По ту сторону забора, за горизонтом.
И прежде чем мы осознаем это, мы становимся полностью разочарованными своей собственной жизнью. Ты начинаешь ненавидеть свою жизнь, все, что тебя окружает, начинаешь винить всех. Они же виноваты, что у меня все плохо. И в итоге мы совершаем глупые поступки. Мы преследуем то, что кажется нам лучше и зеленее. Вы понимаете, о чем я? Потому что я так часто видел, как это происходит в жизни других людей. Вы удивитесь, как много людей пытается угнаться за этой ложью. Но печальная новость заключается в том, что лучшее на стороне – это более зеленая трава, которая тебе кажется там. Это просто иллюзия. Это просто мираж зачастую. Потому что истина заключается в том, что там, где тебя сейчас нет, и тебе кажется, что там гораздо лучше, я тебе открою секрет, там нисколько не меньше проблем. Там не меньше стресса, не меньше давления. Но мы не осознаем этого, пока мы там не окажемся. Когда мы уже насовершаем кучу всяких ошибок, может быть, кто-то сидит и не понимает, и не верит мне, о чем ты говоришь вообще. Но помните, я приводил вам статистику по разводам. Как вы думаете, почему вторых браков распадается больше, чем первых? Вы помните статистика? 67% вторых браков, они распадаются, повторных. В то время как 50% первых браков, когда люди, они вступают в брак, они распадаются. То есть плюс-минус. Представьте только, половина браков первых, она разваливается. Но на 17% еще больше, это когда люди, они вступают во второй брак. А вы помните, что третьи браки, когда человек он вступает в третий брак, то там статистика еще больше неутешительная. 73%. Это на 23% больше, чем первых браков. Там 50%. Почти наполовину от этой суммы, от этого числа. Почему? Почему такая ситуация? Потому что та трава, которая казалась, что она зеленее, по факту оказалась вообще ни насколько не зеленее, чем было до этого. Человеку кажется, что будет лучше. Но на самом деле просто казалось зеленее. Просто казалось, что там лучше, что жена там лучше, что муж будет лучше. А по факту оказалось все то же самое, если не хуже. Почему? Потому что во втором браке оказались все те же самые проблемы, которые были в первом. Плюс добавились новые проблемы, те, которые ты создал, когда ты разрушал вот эти предыдущие отношения. Такие вещи, как дети, которые непонятно, как теперь делить в одной семье, в другой семье, смешанное все получается. Финансы, то есть тебе там элементы нужно платить. Алименты. В одном месте, в другом месте. С деньгами все гораздо хуже будет. Хаос в расписании. Как вообще встречаться, как детей видеть. Я уже не говорю про то, каким отцом ты будешь или какой матерью ты будешь, когда у тебя непонятно все где. И поэтому процент разводов даже выше для вторых браков, чем для первых. Я хочу поделиться с вами очень важным принципом. Если кто-то делает заметки, у нас сейчас на экран мы выведем его. Вы знаете, побег от невзгод и конфликтов в отношениях, он не решает проблем. Он осложняет их. Я хочу повторить это еще раз. Побег от невзгод и конфликтов в отношениях не решает проблем. Он осложняет их. У тебя все те же самые проблемы, которые были, плюс добавились новые, которые ты создал в процессе разрушения предыдущих отношений. Более того, часто бывает,
проповедь прежде всего про отношения, и прежде всего про семейные отношения. Но часто бывает, когда люди, они бегут от проблем, и они меняют, например, место жительства. И они думают, что вот сейчас у меня здесь куча проблем, море, и я уеду в другой регион, я уеду в другой город, и там проблемы у меня не будет. Я тебе скажу, что если ты бежишь именно от проблем, если ты не просто, как ты себе говоришь, я меняю, здесь климат ужасный, я хочу просто поменять климат. Если просто климат, это, наверное, да, но часто люди, они бегут от проблемы, они думают, что я туда перееду. Я тебе скажу, что от перемены места жительства проблемы никуда не денутся. Через какое-то время ты обнаружишь, что все то же самое, плюс еще новые проблемы. Потому что новое место, ты не знаешь людей и так далее, и так далее, и так далее. Но принцип он здесь такой. Если ты убегаешь от проблем, если ты не решаешь какие-то конфликты в отношениях, то просто побег от них это все только усложняет. Давайте мы посмотрим интересное место Писания. Притчи, 28 глава, 19 стих. И сразу прочитаем в новом русском переводе. «Возделывающий свою землю будет есть досыта, а гоняющийся за пустыми мечтами насытится нищетою». Давайте сначала посмотрим на первую часть данного стиха, потом на последнюю, да? Итак, начнем с первой части. Обратите внимание, что здесь говорится. «Возделывающий свою землю будет есть досыта». Другими словами, если трава недостаточно зеленая на твоем участке, начни работать над этим. Тебе нужно сделать траву зеленее самому на своем участке. Тебе нужно приготовить почву, то есть свое сердце. Нужно посадить правильное семя. И в конце концов твоя собственная трава, она будет зеленая. Если она сейчас вообще не зеленая, она станет зеленее. Теперь давайте посмотрим на последнюю часть стиха. «А гоняющийся за пустыми мечтами насытится нищетою». Послушайте, та более зеленая трава, которая тебе кажется есть на соседском участке, то лучшее где-то там, где тебя нет, это просто пустые мечты. Если ты будешь гоняться за ними, то ты закончишь бедным человеком. Потому что ты потеряешь то, что имеешь сейчас, и не добавишь в свою жизнь ничего полезного. Может, опыт приобретешь горький, который тоже чему-то учит. Но я хочу, чтобы ты понимал, то, что здесь говорится, что гоняющийся за пустыми мечтами насытится нищетою. Это как в буквальном смысле, потому что у меня так много примеров. У меня есть знакомые, которые разводились, уходили в семью, состоятельные люди были. В принципе, наверное, и сейчас все не так плохо, но было бы гораздо лучше, я вам скажу. Потому что, когда ты разрушил семью и ушел, это минимум минус квартира, которую ты там работал, обставлял, что-то делал. Ты либо ее вообще отдаешь, либо там делить это вообще те еще дрязги. То есть это и в финансовом плане плохо, да? То есть говорится, что насытишься нищетою. И более того, знаете, у меня просто есть, как минимум пару примеров. Первого раза, когда семья разрушила и ушел, и было недостаточно, и потом еще раз. Мы недавно просто встречались с людьми, разговаривали, и там еще один семейный человек, у него, мы с молодости друг друга просто знаем, и у него одна жена все это время была, также мой знакомый, дети уже взрослые. И один из таких людей, он сидел, так смотрел, говорит: слушай, говорит, надо было, говорит, вообще, говорит, был бы ум, надо было оставаться в своей семье, в первой. Хотя у него после этого еще 2 было. Сейчас 1 опять. Потому что, и в 3-й семье уже дети выросли.
Дети выросли, и как бы оказалось, что больше ничего не держит в отношениях. Отношения не строились, и последнее, то, что там уже доживали, только ради детей, чтобы они школу закончили, чтобы они были зрелые, чтобы не травмировать, когда мама и папа, они разъедутся. И такая вот фраза была, что надо было оставаться. И помимо этого, знаете, помимо то, что мы говорили, гоняющийся за пустыми мечтами, насытиться нищетою, это не только в буквальном, но и в переносном смысле. Это будет означать, что у тебя будет нищета, как у мужа, у тебя будет нищета, как у отца. Если у тебя было 3 брака, и у тебя, я тебе скажу, ты не сможешь быть нормальным, полноценным отцом для всех детей в разных семьях. Тебе придется выбирать. И, скорее всего, все будет везде страдать. У тебя будет нищета, как у обеспечителя. 3 семьи тянуть гораздо сложнее, чем одну. Если ты женщина, то если ты купишься на эту ложь и будешь искать траву позеленее, то это означает, что будет нищета, как у жены, будет нищета, как у матери. В конечном итоге, что я хочу сказать, что ты не будешь не войдешь в полноту того, кем тебя видит Бог. Каким Он тебя видит. Послушайте, когда ты гоняешься за ложью, это ведет тебя на путь разрушения. Кто-то спросит, ну и что делать? Каков ответ? Когда мы оказываемся вот в такой стрессовой ситуации, под давлением, что делать? Что если мне не нравится мой брак, мне не нравятся отношения, которые есть у меня в семье, что же делать? Нужно делать то, что говорит нам Иаков. Ты заставляешь себя быть терпеливым и настойчивым. Давайте посмотрим послание Иакова, 5 глава, с 7 по 11 стих. И я здесь уже выделил, но ребята молодцы, все выделения убрали. Но я хочу, чтобы вы для себя выделили, подчеркнули те слова, где есть корень терпения. Итак, новый русский перевод. 5 глава, 7 по 11 стих. «Итак, братья, наберитесь терпения до пришествия Господа. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, пока он получит осенние и весенние дожди. Будьте же и вы терпеливы и укрепляйте свои сердца, потому что пришествие Господа близко. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей. Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Господа. Мы считаем благословенными тех, кто проявлял терпение. Вы слышали о терпении Иакова и видели, как в конце Господь благословил Иова. И вы видели, как в конце Господь благословил его, потому что Господь богат милостью и состраданием. Я посмотрел, так много здесь часто используется слово «терпение», и больше всего здесь используется от 7 по 10 стих. Используется слово на греческом языке, сейчас мы его увидим, произносится как макрофумео или макрофимео. И значение этого слова – долготерпеть, быть терпеливым, обладать выдержкой. Илья, там можно следующее эту поставить, где вот там со стронгом, если есть определение? Там G3114 было, да. Итак, вот это слово, оно, знаете, в синодальном оно переведено как долготерпение. Долго терпите, долго терпите, это глагол, да. И вот что интересно, вот то местописание, которое мы читали сейчас, везде все переведено терпение. Но я с удивлением обнаружил, что в 11 стихе то греческое слово, которое используется и переведено во всех переводах, я, кстати, посмотрел, во всех русских переводах переведено как
долготерпение или терпение. Но там совершенно другое слово. Можно следующий слайд? И произносится слово «упомане». Часть речи существительное женского рода. И смотрите, первое определение – терпение, а дальше – выдержка, стойкость, постоянство, перенесение трудностей, выносливость. Сейчас пока я просто хочу, чтобы вы запомнили, что совершенно два разные слова, переведены одинаково. Но обратите внимание вообще на значение этих слов, которые переведены на русский язык. Терпение или долготерпение, стойкость, выносливость. Другими словами, Яков говорит, не ставь крест на отношениях. Не начинай искать лучше и зеленее на той стороне. Но будь терпелив и стоек. Если вот быть откровенными, почему я вот это вообще поднимаю тему? Вы знаете, многие люди, особенно среди верующих, могут быть терпеливыми, очень терпеливыми, но немногие являются стойкими и выносливыми. И поэтому их ситуация, она не меняется к лучшему. Вот почему твой брак, он не стал лучше. Почему ситуация с твоими финансами не стала лучше? Потому что требуется нечто большее, чем просто терпение, чтобы улучшить ситуацию. Нужно еще, как вот здесь в 11 написано, когда в пример Иов приводится, быть стойкими и выносливыми. Я сейчас все поясню. Но хочу повторить эту мысль еще раз, потому что хочу донести до вас вот именно различие в этих двух греческих словах. Одного терпения недостаточно, чтобы улучшить ситуацию. Нужно еще быть стойкими и выносливыми. Кто из вас понимает, вот еще раз, я привел два слова греческих. Первое, оно переводится прямо вот как классическое вот, терпение, долготерпение. Второе, там немножко другая коннотация, там есть выносливость и стойкость. Кто понимает разницу между этими словами? Хорошо, я по-другому спрошу. Кто думает, что эти слова, они означают одинаково, одно и то же? Терпение, стойкость и выносливость. На первый взгляд кажется, что это синонимы, да? То есть слова разные по написанию, одинаковые по значению. Но на самом деле это не так. Они отличаются. Есть небольшой нюанс. Я просто взял и выписал вам значение из русского словаря, из русских словарей толковых. Прочитаю вам. Терпение – это способность переносить трудные обстоятельства. Так вот просто. Ты набираешься терпения, просто стиснул зубы и ждешь, когда трудные обстоятельства, они пройдут. Дальше. Выносливость. Это способность к продолжительной работе без снижения ее эффективности. Способность противостоять утомлению. Дальше. Стойкость. Является чертой характера, которая выражается в упорстве, настойчивости, стремлении во что бы то ни стало достигнуть цели. Стойкость проявляется в особо сложных и опасных обстоятельствах, в борьбе с необычными трудностями. В этих условиях человек, обладающий стойкостью, не останавливается перед препятствиями, не теряется, не отступает назад. Другими словами, что я хочу до вас донести? Терпение – это когда ты держишься, ты превозмогаешь, ждешь и переносишь трудные времена без ропота. А выносливость и стойкость, то, что используется, совершенно другое слово. Вот в последнем, в 11 стихе, она подразумевает, что пока ты терпишь, ты все еще продолжаешь действовать. Ты продолжаешь работать над ситуацией, несмотря на обстоятельства, для того, чтобы достичь свою цель. Еще раз. Очень похожие слова по значению: терпение и вот стойкость, да, и что там еще было слово? Выносливость. Но два последних, они подразумевают действие, что ты не опускаешь руки, что ты не бросаешь, и что ты продолжаешь работать над улучшением ситуации. А в первом случае ты просто набрался терпения, сидишь и ждешь. Мемчик такой видели про ждуна?
такой вот аморфный, вот он сидит и ждет. То есть вы улавливаете разницу. Потому что некоторые из вас, вы очень терпеливые, поэтому вы держитесь, и вы не сдаетесь, и вы надеетесь, что брак, он станет лучше, что ситуация с финансами, она поменяется, что вот он придет прорыв. И вы терпеливые, но не стойкие. Другими словами, ты уже не предпринимаешь каких-либо действий для того, чтобы улучшить свою ситуацию. На самом деле ты уже давно сдался. И ты просто, я уповаю на Господа, я жду. Вот это вот терпение. Но ты уже не предпринимаешь никаких действий для того, чтобы твой брак, он стал лучше. Для того, чтобы работа с твоими ситуация с твоими финансами или с твоей работой, она поменялась. Ты терпишь ситуацию, но ты не работаешь над ситуацией. И поэтому твоя ситуация, она не становится лучше. Если пример такой, ты такой говоришь, что я буду сидеть, Боже, и терпеливо ждать, когда ты изменишь ситуацию. Господи, я уповаю на Тебя. Такие благие мотивы. Звучит здорово. А Бог говорит, я работаю над тобой, чтобы ты поработал над изменением ситуации, над улучшением своего положения. Вы понимаете? Для того, чтобы ситуация, она изменилась к лучшему, нужно не только обладать терпением, но еще и работать над улучшением ситуации. И вот это вот выносливость и стойкость. И если ты поступаешь так, то ты пожнешь результат. Конкретные примеры. Если у тебя, как ты считаешь, неудачный брак, у тебя плохие отношения с твоим мужем или с женой, ты работаешь, ты должен работать над улучшением отношений. Ты работаешь над браком. Если у тебя плохие отношения, или, может быть, у тебя хорошие отношения, но ты хочешь, чтобы они были еще лучше, потому что я тебе открою секрет, над отношениями нужно работать. Просто так пускать на самотек один раз мы когда-то что-то, и потом, если забросить, все печально кончится. Как любые... то есть все понимают, когда ты в садике дружишь с кем-то, или в школе, что это дорога с двухсторонним движением. Вот он мне жвачку не дал, я ему тоже больше ничего не дам. Но потом, когда ты вступаешь в брак, все начинаешь принимать как должное. Так куда она денется? С подводной лодки. Может быть, ты так не говоришь, но ты... нет ничего худшего, чем когда вот этот быт, он начинает съедать. И ты начинаешь воспринимать все как должное. Отношения нужно строить, их нужно созидать. Если ты так не будешь делать, ничем хорошим это не кончится. Итак, если тебя не устраивает твоя ситуация в браке, что же делать? Обратись к консультантам по семейным отношениям, то, что мы говорили. Найди семейные книги какие-то, по поводу семейных отношений. Почитай какую-то литературу. Послушай проповеди. Есть сейчас, был YouTube. В общем, в сети есть. Где-нибудь найти можно. Другими словами, тебе нужно работать над улучшением отношений. И это то, что называется выносливость и стойкость. И пока ты работаешь над улучшением отношений, тебе нужно быть терпеливым. Тебе нужно держаться, и тебе нужно понимать, что требуется время для того, чтобы перемены они произошли. Потому что часто у нас ситуация, она деградирует и ухудшается годами и годами. А потом, я же уже там сделал что-то, цветы подарил, ничего не поменялось. Но если ты годами жену игнорировал, вообще на нее внимания не обращал, то за одну неделю, я тебе даже больше скажу, за месяц, и даже за полгода только начнет лед трогаться. Часто нужно время для того, чтобы произошли какие-то перемены. Если ты работаешь над улучшением отношений в браке, или если тебе нужна
более хорошая работа, то есть если у тебя с деньгами все не это, ну, наверное, работу надо получше найти, то ты тогда, если тебе работа нужна, что ты делаешь? Ты работаешь над повышением своей квалификации, может быть, над своим образованием, курсы какие-то, но при этом ты терпелив. Ты знаешь, что если ты продолжишь работать над этим, то Бог, Он благословит твой труд. Вот таким вот образом ты и меняешь ситуацию к лучшему. Но большинство из нас, мы не поступаем так. И причина, почему мы не поступаем таким образом, если откровенно, нам просто не хватает самокритики часто. Интересная вещь, если вот, например, встречаться с семейной парой, ну, на консультации, если, например, они по очереди приходит жена, догадайтесь, что она говорит про мужа. Все из-за него. Жизнь загубил, всю молодость ему отдала, ничего хорошего взамен не получила. Приходит муж, догадайтесь, что говорит он. То же самое вообще все. Все проблемы из-за нее. Если слушать каждого по отдельности, с тем соглашаешься, и доводы правильные. И здесь то же самое. Всегда хочется сказать: слушай, давайте вместе соберемся, потому что вы говорите одно и то же. Только друг против друга, обвиняете друг друга. У меня несчастный брак из-за моего мужа. У меня плохой брак из-за моей жены. Очень редко мы смотрим на ситуацию и виним себя. Часто все вокруг виноваты. Мы всегда хотим винить кого-то другого. Или всегда хотим винить обстоятельства. Мы хотим винить других за то, что происходит с нами. Знаете, что говорит Библия? Тебе нужно быть терпеливым. Перемены, они не происходят быстро. То местописание, которое мы читали, в пример приводится земледелец. Тот, кто работает над землей. И я хочу, чтобы вы понимали, есть множество вещей, которые земледелец, он не может контролировать. Но земледелец, он не переживает по поводу тех вещей, которые вне его влияния. Он переживает по поводу того, что он может сделать, чтобы улучшить ситуацию. А что он делает? Он пашет землю тогда, когда приходит срок, да, для того, чтобы пахать. Он берет семена и сеет их тогда, когда время для этого. Лунный календарь у него на стене. Или что там, я не знаю. А дальше догадайтесь, что ему нужно делать. Вот он вспахал, посадил. Дальше он молится, что Бог, Он даст дождь, что погода будет хорошая, что Бог, Он взрастит это, что что-то подымется. Чтобы то, что он посеял, это было плодоносным. Когда появляются всходы, он что должен делать? Там, в зависимости от культуры, либо окучивать, либо там полоть. Но в любом случае ты поливаешь, делаешь свою часть какую-то. Потом наступает время жатвы. И земледелец, он должен молиться и полагаться на Бога, что будет подходящая погода. Потому что, если мы говорим не просто про твой огород, где у тебя одна сотка, и ты можешь вот так все собрать, стиснув зубы. Например, если хлеб сеет, если кто-то видел, его нельзя собирать, когда идет дождь, потому что все сгорит просто. Зерно мокрое, оно загорит, сгниет все. Но я хочу, чтобы вы поняли, вот этот нам процесс весь описывается, это не происходит за одну ночь, это не происходит быстро. Земледелец научился быть терпеливым. И он научился исполнять свою часть, которая от него зависит. То есть ты делаешь то, что ты должен делать, и уповаешься на Бога. Аминь? Но знаете, большинство из нас, он часто не выполняет свою часть. Мы Богу молимся, от Него ждем, а свою часть не делаем. А потом, когда ничего не происходит, мы расстраиваемся и начинаем винить Бога. Кто-то может сказать: я же терпеливо. Да?
но не стойкая и не выносливая. Ничего не делаешь. Пока ты долго терпишь, тебе нужно выполнять свою часть работы. Если у тебя проблемы в браке, и ты женщина, послушай, тебе не нужно покупать книжки, которые называются там «Идеальный муж». Какой должен быть мужчина в браке? И ты такая берешь и эти книжки ему там то на тумбочку подбросишь обложкой вверх, или там ему под телефон, под мобильный положила, что в надежде, когда он это обратит внимание, может быть, прочтет, или под пульт перед телевизором. Не-не-не. Ты начинаешь покупать книги о браке, которые говорят про то, как должна поступать жена. Вы помните, в христианстве, в Библии всегда вся работа, она направлена куда? Она направлена на тебя. Мы призваны к тому, чтобы менять себя, изменяться самим. И тогда верующие, окружающие, они увидят твои перемены, и это будет для них добрым свидетельством. А часто верующие у нас как поступают? Написано, ты должна быть такой, или ты должен быть таким. Ты должен смотреть то, что для тебя написано, а не для него написано, или для нее написано. Вы понимаете, да? Бог хочет, чтобы ты был терпелив, потому что ситуация не меняется за одну ночь. Но так много христиан являются нетерпеливыми, вернее, являются терпеливыми, но не являются стойкими и выносливыми. То есть они не работают над изменением ситуации. Еще раз, а как работать над изменением ситуации? Это работать над собою, делать то, что зависит от меня. Ты не можешь повлиять на своего мужа. Если он бухает, не побоюсь этого слова, либо он там еще как-то пренебрегает, до определенной поры ты можешь что-то сделать, но все, что ты можешь делать, это работать над собой. Как ты можешь, что ты можешь делать. И только уповать на Бога, что Он будет смотреть на тебя, и у Него что-то... Помните, как у нас здесь как-то были ответы на вопросы, и задавали вопрос, когда пастора были из других городов, и кто-то задал вопрос, что делать, если муж, он вообще не принимает и думает, что секта. И пастор из Камчатки Алексей Марчинин, он говорил, что, правильно говорит, что на самом деле, если вы недавно пришли в церковь, то это минус, то это нормально. Если давно, то это минус вам. Почему? Потому что, как правило, люди в церкви, они меняются. И они не просто меняются, они меняются к лучшему. И окружающие, они видят это. И пример тому, как мы были, например, в Сунтарах, и там одна женщина говорила, это Алексей тоже приводил, пастор Алексей, пример такой, что она говорила, что муж сидит, с мужиками пиво пьет и говорит, вот, моя жена, все, кто ходит, все в доме поменялось, все гораздо лучше стало, и ваши должны ходить. Суть-то в чем? Когда человек, он видит, что жизнь, она меняется к лучшему, что происходят перемены характера, переходят перемены личности, люди же видят это. Поэтому, если ты ходишь в церковь, и ты дома всем пренебрегаешь, мужа строишь, не готовишь ничего не делаешь, а только наезжаешь на него и говоришь, какой он плохой, я тебе скажу, он скажет, что да нафига мне такая церковь нужна. Вы понимаете, о чем я? Если тебе не нравится твоя работа, что ты будешь делать? Я уволюсь. Круто. А куда пойдешь после этого? Может, тебе пойти на какие-нибудь курсы? Есть к чему-то предрасположенность, может, тренинг какой-то в какой-то области. То есть повышать как-то квалификацию, что-то. Не просто бросить все и куда-то убежать. Но делать свою часть. Уповать на Бога и делать свою часть. Библия говорит, что если мы терпеливы и мы работаем, то Бог благословит дела рук наших. Аминь. Смотрите, я верю в чудеса. Я верю в чудеса. Но еще больше я верю в благословение. И если кто-то, может быть, не понимает, я вам сейчас разъясню разницу между чудом и благословением. Благословение – это когда мы пожинаем там, где мы сеяли. Бог благословляет деяния рук наших. Он благословляет то,
над чем мы работали, что мы что-то взращивали. Мы посеяли, и мы пожинаем то, что мы посеяли. И Бог это благословляет. Чудо – это когда мы пожинаем там, где мы не сеяли. Если бы я, вот как Любовь Николаевна или Маша у нас, вы знаете, у нас 2 человека, которые выиграли автомобили в церкви. Для меня это вообще за гранью разумного. Но если бы я выиграл автомобиль, это было бы чудо. Почему? Да потому что я никогда не покупал лотерейных билетов и не участвовал ни в одной акции. Ну, то есть для того, чтобы где-то победить, надо хотя бы минимум лотерейный билет купить, да, или что-то там. Ну, в каком-то конкурсе участвовать в любом случае. Ну, что-то же купили. Любовь Николаевна, вы мне сейчас всю проповедь порушите. Суть в чем? Что если, например, хорошо, другой пример. Смотрите, если бы, например, 20 лет назад мы начали собираться где-нибудь на поляне в лесу, устраивать собрание, и мы ходим и молимся: Господи, дай нам помещение, и мы ничего не делаем. И в один прекрасный день глава республики вызывает и говорит: ребят, я посмотрел, вы такие классные, я вам хочу подарить вот здание театра на площади. Это будет чудо, потому что мы вообще ничего не делали. Вы понимаете? Но можно пойти другим путем. Можно купить участок, заложить трубы, долго и муторно что-то делать, и Господь, Он благословит в конечном итоге плод рук твоих. Вы понимаете, о чем я? Чудо там, где мы ничего не делали, и Бог, Он силен, Он делает чудеса. И много таких свидетельств, много таких примеров. Но то же самое, например, знаете, вот как можно было бы надеяться, что когда-нибудь у нас будет просто вот, не знаю, Слово жизни Москва, у них там озарение придет, они все в Якутск жить переедут и придут к нам в церковь. И у нас будет классная группа прославления, и это будет чудо. Можно на это надеяться, да? Ну или кто-то еще. Откуда-то они появятся. А можно брать и работать над этим, да? Можно на курсы вокала пойти, можно музыкантов воспитывать, можно. А чудо, когда ты вообще ничего не делал. И так много людей, они молятся о чуде. И они хотят, чтобы в жизни произошло чудо. Но знаете, часто Бог, Он говорит: я не дам тебе чудо. Потому что я хочу, чтобы ты становился зрелым в своей вере. Я хочу, чтобы ты делал то, что я сказал тебе делать. То, что ты должен делать. И тогда я благословлю деяния рук твоих. Аминь.